Всем привет, друзья! Так как есть время, да нет, время есть, я решил сделать вот что. У меня на канале уже есть видео о том, как связать гирлянду, как скомпоновать вот это вот все. Но делал я его уже достаточно давно, несколько лет назад. И, думаю, что есть смысл его обновить. Значит, давайте для начала проговорим еще раз, что такое гирлянда и для чего она используется. Снасть гирлянда – это снасть специально придуманная и скомпонованная для того, чтобы ловить белую рыбу зимой чаще всего, потому что летом там немножко другие условия. Зимой рыба собирается большими стаями и перемещается в глубокие заливы для зимовки. Но это не вполне зимовальные ямы, потому что рыба туда уходит, приходит, она заходит в заливы или уходит в Днепр, допустим, в какие-то другие реки, вот, или перемещается по той же Десне, но время от времени она приходит на глубокие места. И в этих условиях ловить ее на, допустим, на стоячку, как обычно многие любят, там покатки всякие, на безмотылку одиночную, довольно сложно или практически невозможно, потому что глубина большая, и запихнуть туда легкую безмотылку или даже тяжелую безмотылку, это, в общем, проблематично. При этом нужно учесть, что рыба перемещается обычно довольно быстро. Она движется, стаи на месте практически не стоят. И чтобы успеть в найденную стаю опустить снасть и сделать там хотя бы одну проводку, снасть должна быть тяжелой. То есть это, скажем так, от 2,5 грамм, 4-5, при наличии течения хоть какого-то такого заметного, желательно уже, наверное, 6. Некоторые ставят и 8, но это уже такие моменты индивидуальные достаточно. На стоячей воде достаточно, допустим, такого среднего веса 4 грамма, 4,5, до 5 грамм вполне достаточно. Некоторые ловят на меньшей глубине, допустим, тогда достаточно 2,5 грамма. То есть вот такие нюансы нужно смотреть уже по условиям ловли. Учитывая все эти особенности ловли, снасть гирлянды была сделана в свое время из свинцовых мормышек, муравьев, или уралок. Насколько я знаю, киевские вот эти вот истории, это был именно муравей. То есть снизу ставился более тяжелый муравей, там на расстоянии, по-моему, метра ставился немножко более легкий, и еще один, там выше на метр, ставился еще более легкий. И эта система была такая более или менее гармоничная, сбалансирована и нормально ловила рыбу. Последние, 10 лет или сколько-то, киевская гирлянда перешла на чертики, причем чертики легкие, то есть практически не имеющие своего веса. И эту всю систему заглубляет нижняя мормышка. Она может быть разной формы, это может быть разная приманка, но она тяжелая, и именно она задает системе полностью баланс. То есть кивок подбирается под нижнюю мормышку. И все вот эти моменты, они только так. Потому что если раньше там свинцовые мормышки набирались, они имели какой-то суммарный вес, и вот это вот был как бы тест кивка. Сейчас мы четко подбираем под нижнюю мормышку, потому что чертики, которые компонуют саму гирлянду, они обычно весят 0,15, 0,20 грамма. То есть ими можно пренебречь, потому что в воде, сами понимаете, вся система становится немножко легче и по сути нивелируется полностью веса мормышей. Подобная снасть достаточно эффективна, именно облавливает вот такие вот глубоко залегающие слоя рыбы. Это гораздо более быстро и эффективно, чем одинарная мормышка. Поэтому эта снасть популярна и действительно добычлива и востребована. Хотя, там есть, конечно, свои нюансы, неудобства. Допустим, с переносом, с зацеплением чертиков за лед и так далее. Но это все нивелируется тем, что снасть действительно очень интересная и эффективная. Значит, это, так сказать, вступление. А теперь давайте перейдем непосредственно к изготовлению, то есть к вязке вот этой самой ставки, самой гирлянды. То есть когда мы говорим про гирлянду,
это вот именно вот эта часть. Потому что удочка может быть какой угодно, и формой, и строением, и вообще. Там кивок может быть разных конструкций. Но вот когда мы говорим про гирлянду, это вот имеется в виду вот сама вот эта вставка с чертями, с нижним и с конечной застежкой в том или ином виде. Значит, разные мастера и рыбаки делают эти все манипуляции по-разному. Есть такое мнение, что от нижней приманки к первому легкому чертику должно быть там одно расстояние, от этого чертика к следующему чертику оно должно быть немножко большим, от того еще большим и так далее. То есть, якобы это какой-то там баланс добавляет. Как по мне, полная это все ерунда, потому что весь баланс в системе задается нижней приманкой. Вот именно она дает баланс. Все остальные вот эти вот танцы с бубнами не имеют никакого смысла. Потому что, если раньше там можно было говорить о каком-то балансе, там более тяжелый муравей, потом еще более тяжелый, самый легкий сверху, да, тогда понятно, что баланс системы зависел от нижней, которая вот это все компенсировала, чтобы оно не болталось там как-то непонятно. А в данном случае, когда у нас сами мамышки легкие, их вес не имеет никакого значения. Поэтому я считаю, что вязать чертики друг от друга нужно просто на каком-то одинаковом расстоянии. Это будет правильно, как по мне. Итак, погнали. Значит, чтобы связать гирлянду, вставку, вам нужны чертики, нижняя приманка, бусины разного цвета можно использовать, но я использую желтый. Какой-то вариант застежки для присоединения к основной леске у меня это безузловка. И если у вас будет она храниться как запасная, какой-то вариант мотовильца маленького. Я использую такой вот утеплитель маленького диаметра и скрепочку для того, чтобы ее зафиксировать, чтобы она не раскручивалась. Итак, приступим. Значит, берем леску и сначала над чертиком вешаем бисеринку. Бисеринка может быть разного цвета, как я, может быть, уже говорил. Самые ходовые на самом деле желтые. Желтый очень яркий, очень привлекающий рыбу цвет. Это уже давно понятно, давно известно. Можно белую, можно, допустим, какие-то оранжевые, можно там зеленые, можно даже черные пробовать. Это все, так сказать, эксперименты. Но я точно знаю, что желтый работает хорошо. Дальше мы вешаем чертик. Продолжаем. Дальше опять бисер. В общем, над каждым чертиком должен висеть бисер. Как бы не то чтобы должен, но категорически рекомендуется. Некоторые считают, что этот бисер смущает рыбу, и из-за него случается много холостых поклевок. На самом деле, какое-то зерно правды в этом, конечно же, есть. То бисер же надо делать так, чтобы он прижимался к чертику сверху. Он же болтается. Поэтому, когда вы опустили гирлянду вниз, такой лайфхак, протяните ее немножко вверх, чтобы вот эти вот 50 сантиметров, чтобы бисеринка уперлась в чертик. Если она будет болтаться сверху, и вы начнете проводку, рыба будет бить в эту бисер где-то там непонятно где, и толку не будет никакого. Но он, безусловно, полезен, потому что вот это движение, оно очень здорово привлекает рыбу. Так, значит, еще одно. И еще один чертик.
у нас есть вот такая вот конструкция. Ну, на самом деле набор цветов может быть разный. Можно использовать и кислоту, можно чередовать и красный. Ну, я решил попробовать вот так. На самом деле, как по мне, красный это более по весне работающая тема. Весна, оттепель, вот такие вот моменты. То есть в обычных условиях красный лично у меня работает хуже, чем остальные цвета. Вот. Хотя у меня есть клиент, Андрюха, привет, который берет только красный. Красный 100%. У него гирлянда состоит из красных чертиков. Так, значит, дальше что мы делаем? Мы привязываем нижнюю приманку. Ну, наверное, делаем это обычным клинчем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не забудьте поплевать, чтобы узел был прочнее. Чтобы не перегорала леска. Ну, это аксиома, я тут просто напоминаю лишний раз. Я это тоже сделаю. Проверим прочность. Хорошо. Леска 0,16. Прочная, свежая. Так, отрезаем лишнее. Все. То есть на данном этапе мы имеем такой вот картинку. Вот. Дальше мы делаем следующим образом. Мы берем кусочек утеплителя и отрезаем от него цилиндры где-то вот такого размера. Должно хватить. Так, находим, где здесь у нас разрез, чуть-чуть его надрываем и приманку засовываем внутрь. Она там, в принципе, и будет при хранении, оно вот так вот удобнее, чтобы этот крючок лишний крючок был снизу, внутри, а не снаружи, их тут так хватает. Насчет количества чертиков. Я поставил 4 штуки. По украинским правилам рыболовства на снасти может быть до 5 приманок. То есть 4 чертика и нижний. Я знаю, что многие ставят 5 плюс нижний, 6 плюс нижний, 7 плюс нижний, ну и там доходит до 9. Вот. Я считаю, что это совершенно не нужно, ни к чему это. Если рыба настроена клевать, то она будет клевать прекрасно и на 4, на самом деле и меньше. Вот. Ну, раз уж у нас гирлянда, мы ставим максимальное возможное количество, просто потому что это позволяет пробить некий слой рыбы в поисках активной быстрее, чем, допустим, 1-2 чертиками легкими. Так, значит, мы заводим леску в эту вот щель, а дальше мы отмеряем. Значит, от нижнего чертика до первого легкого я лично ставлю примерно 30 сантиметров сейчас. Раньше я ставил меньше, но сейчас я считаю, что примерно вот 30 сантиметров будет в самый раз. И дальше делаем следующим образом. Я этот узел уже показывал, и в недавнем видео при привязывании мормышки этой самого чертика обычного показывал. Повторюсь еще раз, лишним не будет. Значит, мы берем вот так вот леску и делаем скрутку пальцами. Так, раз. И набрасываем на крючок. Подтягиваем. Переворачиваем следующую. Раз. И следующую. 2. Вот. Все. Чертик висит вертикально. Четко по леске. Никаких проблем. Проверяем прочность.
пожалуйста. Все нормально, никуда он никогда не уедет. Если у кого-то есть сомнения по этому поводу, не волнуйтесь, он никуда не денется. Это очень надежный способ крепления. Все, этот привязан. Дальше берем следующий и отмеряем 50 сантиметров. На самом деле тут есть, конечно, там нюансы, да, кто-то делает 70, кто-то делает 30. Ну, это такие моменты, на самом деле, каждому свое. Я делаю по умолчанию 50. Причем вот дальше между чертями будет расстояние 50. Кто-то делает, как я уже вначале говорил, там больше. Я не вижу в этом смысла никакого. Наша задача пробить слой, мы слой пробьем и так, при одинаковом расстоянии между чертями прекрасно. Ни о каком балансе там тоже речь не идет. Все там прекрасно работает из-за того, что нижняя приманка всегда тяжелая, а эти практически ничего не весят. 0,15, может быть 0,2 грамма. Все, и дальше мы вяжем. Я уже сделаю полностью. Все, значит, отмеряем там примерно 50 сантиметров. Лучше, конечно, иметь там на столе зарубки у себя, как у меня. Но это не мой стол, поэтому их здесь нет. Все, делаем то же самое. Проверяем. Так. Вот это вот можно сразу сматывать, просто для удобства, чтобы оно там не болталось по столу. Мы его сюда ввели и сразу начинаем намотку. Закрепили. И продолжаем. 50 сантиметров. Проверяем. И опять наматываем на мотовильце. Проверяем и наматываем. Все. Значит, вот так. Все, гирлянда связана. Теперь нам нужно привязать какую-то застежку. Отмеряем еще сантиметров 30. Отрезаем. Я использую безузловку, самую обыкновенную. Привязываю ее клинчем, как одним из самых надежных узлов, который меньше всех уменьшает прочность лески. Проверяем прочность. Все прекрасно, все надежно и хорошо. Обрезаем лишнее. Все. Просто чтобы при перевозке вот это все не болталось вот так, я беру вот такую вот скрепочку от степлера, подгибаю и эту чуть-чуть в сторону. Вот так вот раз. И фиксирую. Итак, гирлянда готова. Это, так скажем, запасной вариант, грубо говоря. Или вот просто вот отдельный. Значит, как это все происходит на льду? То есть, я лично пользуюсь вот такой вот штукой. С таким вот дном. Удочка кладется внутрь, а на нее сверху наматывается гирлянда. Вот, собственно, в таком вот режиме происходит перемещение по льду. В принципе, также я ее храню в ящике. Очень удобно.
гирлянда намотанная остается. В принципе, она за счет того, что материал мягкий, если леска и садится при высыхании, то, видите, образуются вот такие вмятины, но сама леска не портится. Это боевое мотовило, прошедшее прошлый сезон. Вот. А запасные гирлянды я храню, в принципе, вот в таком вот виде. Это нормально, удобно. В том же пищевом контейнере. Там их несколько штук можно положить. Еще и пару удочек запасных. В общем, в таком ключе. И получается, что все снасти запасные лежат в маленьком пластиковом контейнере в кармане рюкзачка. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, вниз. Лайк, подписка, комментарий, что называется. Всем пока.